Сценарист, программист, стипендиант международной стипендии президента Болашак, магистрант Нью-Йоркской академии киноискусств и немного писатель. Все это Айдие Айдарбеков. Скромный молодой человек из простого казахского аула. Сегодня он проводит в стенах библиотеки Эльбасы семинар-тренинг для молодежи из разных уголков Казахстана. Мы взяли у него интервью. Айдия, добро пожаловать в нашу библиотеку. Поделитесь, пожалуйста, первыми впечатлениями о нашей библиотеке. Рахмет. Я вообще хотел очень давно сюда попасть, но так как 2 года учился в Лос-Анджелесе, немного не в том месте был, но вот когда меня пригласили сюда, я думаю, вот сюда я с удовольствием пойду. И вот сейчас хожу по этим залам, и, если честно, у меня вдохновение появляется. Даже, я думаю, может уже после семинара где-нибудь сесть с ноутбуком, спрятаться в углу и начать писать. Может, какой-то новый сценарий придет, идея. Что больше всего вызвало ваш интерес в нашей библиотеке? В вашей библиотеке очень много экспонатов, и мне кажется, интересные подарки как раз-таки других глав государств. И то, что таких подарков очень много, они все такие представительные, серьезные, и засматриваешься на них, думаешь, вот это уровень. Каждый гость, который посещает нашу библиотеку, вдохновляется, и появляются новые какие-то идеи, какие-то предложения. Вот у вас какие-то идеи в этом плане? Ну, я еще не всю библиотеку посмотрел, не все здание пока не знаю. Не обошли еще? Еще не все обошел, но, допустим, мне бы интересно было какая-нибудь экспозиция или какой-нибудь уголок именно о казахстанском кино. Так как я сам режиссер, и мне это все интересно, может, какие-нибудь отрывки из фильмов, архивный материал, интервью. Я думаю, такой материал был бы достаточно интересен и для молодежи, потому что, как-никак, сегодня казахстанское кино развивается, но не нужно забывать и о истоках, как все это начиналось. Вот мы сейчас, кстати, здесь мы увидим подарки глав государств нашему Эльбасы. В частности, какие у вас впечатления? Можете поделиться? Да, я думаю, мне бы интересно было более подробнее остаться и посмотреть, почитать историю каждого подарка. То есть это же не просто подарок, это дарилось с какой-то инициативой, с какими-то пожеланиями. И, конечно же, интересно посмотреть, кто, зачем, когда и как. Вот здесь орден Гейдара Алиева. Тоже интересно, да? Да. И все это выглядит очень солидно. Я думаю, многие посетители подолгу останавливаются и рассматривают эти подарки. Потом не только солидно, это же также и вдохновляет конкретно вот на такие достижения каждого человека. Вы согласны с этим? Да, я полностью с вами согласен. Допустим, у меня, конечно, не так много подарков, но я учился в Лос-Анджелесе, и у меня много таких international друзей с разных стран. И, в принципе, у меня сейчас потихоньку мини-музей собирается. Там, может, кто-то ручку подарит, кто-то флаг, кто-то брелок. И если это до такого масштаба разрастется, конечно... Самое ваше большое достижение в жизни? Я пока не думаю, что чего-то такого большего достиг. Даже я вообще сам по себе немного стеснительный по натуре, поэтому, когда мне даже говорят, что вот ты в 100 новых лиц, ты режиссер, я не знаю, я это в первую очередь делал больше не для того, чтобы засветиться где-нибудь или показать свой успех. Я больше это делал для себя, для саморазвития. То есть, если мне что-то интересно, я стараюсь в этом более углубиться. Пока я учился в Лос-Анджелесе, я отснял около 5 или даже 6 короткометражек разных. В одной из короткометражек у меня снимался Санжар Мади, казахстанский актер, Артур Толепов приезжал. Также вот недавно актуальный был бой Конора Макгрегора с Хабибом. Один из моих друзей, Ислам Бадургов, он очень похож на Конора, и когда он прилетал в Лос-Анджелес, мы снимали пранк. То есть загримировали его под Конора Макгрегора, выходили по улицам Лос-Анджелеса, и все верили, все думали, что это Конор Макгрегор, там толпа была просто нереальная. Мы снимали это в 3 городах.
Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Лас-Вегас. В Нью-Йорке Таймс-сквер остановили, машины и полицейские помогали нам проехать, потому что такое количество фанатов было, которые верили, что это сам Конор Макгрегор. Интересно. Хотелось бы услышать ваши пожелания нашей библиотеки. Я думаю, какие-то пожелания излишни, потому что, присутствуя здесь, я сам очень вдохновляюсь, и в таком месте мне хотелось бы быть всегда. Я бы хотел вам пожелать, чтобы больше народу приходило, молодежи как раз-таки, чтобы они смотрели и вдохновлялись. Я думаю, в этом плане это такое место как раз-таки должно стать центром, где все люди бы собирались и получали какие-то знания, которые они могли бы использовать в будущем для своего развития. Вы сказали о вдохновении. На что вдохновляет, допустим, эта картина вас? Это вдохновляет меня на снятие фильма о президенте, но, к сожалению, «Путь лидера» уже снят, и следующие серии снимаются, если не ошибаюсь, Аканом Сатаевым. Вы можете взять другую грань нашего Эльбаса. Если мне это верят в руки, то я с удовольствием бы занялся таким проектом. И, конечно, подошел бы со всей ответственностью. Есть такая мечта? Конечно, есть такая мечта. Вам желаю всего доброго. Вам спасибо. Спасибо. Рахмет. Good luck. Thank you.